Рабочие усердно трудятся в 2 смены, чтобы в назначенный срок сдать важный спортивный объект. 10 октября на стадионе имени Дьякова пройдет масштабное мероприятие к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Организаторы ждут как жителей республики, так и почетных гостей из соседних регионов, поэтому все должно быть на высшем уровне. К этому времени строители полностью выполнили демонтаж старых трибун, а также отремонтировали нижнюю часть стадиона, где появятся 2 легкоатлетические дорожки по периметру поля. Количество посадочных мест стадиона увеличили до 3500, а также здесь предусмотрели места для маломобильных граждан. Для них будет предусмотрен отдельный вход и касса. На территории готовят основания под баскетбольные, волейбольные и воркаут-площадки. Прямо сейчас строители обустраивают территорию вокруг стадиона. Параллельно с этим ведутся работы по освещению, укладке подъездных дорожек, завершается ремонт административного здания, ложи и комментаторской. Административный бытовой комплекс, канализация, система водопровод, у нас электрика полностью, подземная часть закончены. Основные работы по части капитального строительства практически завершены, но по благоустройству территории предстоит еще немало потрудиться. Нужно очистить участок от строительного мусора, нанести разметку, разбить газоны и посадить деревья. Особое внимание уделяют вопросу освещения стадиона. Все те светильники, все освещение, которое здесь организовано, это вот современные светодиодные источники, которые потребляют мало энергии, и освещенность гораздо у них лучше. То есть для тех, кто будет здесь соревноваться, заниматься, освещение как раз будет очень комфортно. То есть не будет их так какие-то мертвые зоны, какие-то слепящие моменты, там еще что-то вот связано с этим. Стоит отметить, что капремонт арены не проводился более полувека, и сегодня этот проект реализуется за счет внебюджетных средств. Прямо в эпицентре стройки проходит совещание по вопросу проведения одного из самых масштабных и значимых событий этого года для региона. Председатель правительства Владимир Сластенин встретился с ответственными лицами и поинтересовался, как идет подготовка к празднику. 2 октября все оборудование, сцена, декор, все, что необходимо для организации выступления артистов, заезжает сюда на площадку и начинает отгружаться. Строительство будет идти в несколько этапов. Первый этап – это возведение сценических железных конструкций. Далее мы будем устанавливать декорации, в виде гор. Мы вам отдельно еще вышлем презентацию с справками после вчерашнего совещания. Далее мы устанавливаем оборудование. Соответственно, далее начинаются репетиции предварительно 7 октября. В день празднования организаторы обещают зрелищное шоу в исполнении авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В свою очередь, творческие работники продолжают трудиться над сценарием мероприятия. С начала октября проведут первые репетиции на стадионе. Сейчас подготовка ведется на различных культурных площадках. Все время стараемся, чтобы новые мероприятия не были похожи на предыдущие. Поэтому главная задача вот такая вот. И пишется и новая музыка, новые песни, новые артисты. В общем, все вот так вот будет, как в других красках, и будет интересно. Договор о добровольном вхождении в состав России был подписан ингушскими старейшинами в марте 1770 года вблизи селения Ангушт на поляне Склон Согласия. Через 5 месяцев, 12 июля, документ одобрили в коллегии иностранных дел России. Праздничные мероприятия пройдут 10 октября на обновленном стадионе имени Дьякова в Сунже. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.